Мы стали моментально очень близкими друзьями. Это мудрый, сильный и деятельный человек. Он помогает, это факт. Высокого качества помощи. Сегодня таких людей мало, которые столько отдают. Ну и, конечно, масштаб созидательной деятельности. Он ведь человек, который совершил определенном смысле подвиг. Очень мотивирующий, очень правильный и конструктивный подход. Не ждать, когда вот наступят какие-то политические или экономические перемены, какие-то воззвания, кто-то будет призывать, идите вот там помогайте таким-то людям или таким-то отраслям. Есть люди, которые этого не ждут, а просто, если могут, делают. Вот он один из таких. Путеводные нити из прошлого через настоящее в будущее. Словно меридианы, пересекающие планету, они проходят через судьбы миллионов людей. Неповторимый рисунок на полотне жизни. Божественная навигация. С юга на север, с запада на восток. От мечты до ее воплощения. Все возможно, если умеешь созидать, оставляя добрые следы. Куда бы ни вела дорога, сколько бы Олимпов не приходилось покорить. И даже там, на недоступной многим высоте, когда служишь будущему великой страны, не оторваться от земли, не потерять духовную связь с народом, со своей малой родиной. Село Дзау, Южная Осетия. За утренним кофе 27-летний Таймураз рассказывает родным о своих успехах на швейной фабрике. Он отслужил по призыву в Санкт-Петербурге, а потом еще 3 года по контракту в Крыму. Вернулся на родину, когда здесь появились новые возможности. Давай, Балапу, давай. Удачи тебе, удачи! Устроиться на Цхинвальскую швейную фабрику БТК-4 было непросто. Профессия швеи-моториста в Южной Осетии перестала быть женской. Вакансии всегда на расхват. Такой зарплаты в республике почти ни у кого нету. Я бы даже сказал, что не было даже до этого. Бывают такие, у которых дома один человек работает, вот в БТК. Целые семьи содержат. Вот так выглядела Цхинвальская фабрика в годы грузинской агрессии. 20 лет простоя и разрухи. И вот второе рождение. Компания БТК Групп взяла на себя обязательства по восстановлению промышленного объекта разрушенной швейной фабрики. Работа на предприятии позволяет развивать свою квалификацию, внедрять новые практики и технологии, что, соответственно, обеспечивает хорошую закрепляемость на фабрике и соответствующую стабильность для жителей республики. Полная реконструкция, современное оборудование, передовые технологии. Сотни рабочих мест для жителей Южной Осетии. Инициатива Таймураза Булоева. Он об этом никогда не говорится. Вот, но это не может оставить. И даже, по-моему, не все понимали даже, насколько важно то, что он хотел сделать. Это никак не бизнес. Ну, не может человек думать о том, что он в тяжелейшем регионе сейчас будет процветать его бизнес. Он думал о том, что у него есть такая возможность, он обязательно это сделает. Это очень красиво и очень достойно любого осетина, у которого есть возможности, вот не ждать, знаете, когда вот наступят какие-то политические или экономические, или региональные, или федеральные перемены, какие-то воззвания, кто-то будет призывать, идите вот там помогайте таким-то людям или таким-то отраслям. Есть люди, которые этого не ждут, а просто, если могут, делают. Вот он один из таких. Ростовская область – крупнейший в России производитель текстиля. Здесь изготавливаются высокотехнологичные ткани для всех, кто работает и служит в особых условиях. Грандиозный масштаб, поражающий воображение. В мире такого качества станков, контроля, проверки нет. Люди, которые там работают, ну это же тоже надо, они же понимают, для чего они работают. У них такое чувство гордости. Я там был ночью. В 3 смены все гудит. Все гудит. При этом руководитель говорит, я никого не заставляю. Они понимают. Ну как они работают, это, конечно, просто фантастика.
16 предприятий по всей стране. С началом специальной военной операции Таймураз Булоев начал помогать защитникам Донбасса. Сотни комплектов экипировки уже отправлены на фронт. О своих благотворительных проектах меценат говорить не любит. Его добрые дела всегда остаются за кадром. В силу природной скромности Булоев избегает публичности. И все же бойцы записали это видео на передовой и попросили его показать всем. Хотелось бы выразить благодарность Булоеву Таймуразу Казбековичу, его сыну Иналу Таймуразовичу за предоставленную экипировку и общую поддержку нас на фронте. Хотелось бы сказать спасибо, огромное вам спасибо, и победа будет за нами. Ура! 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 Он помогает, это факт. Да, и я скажу, что вот вся помощь, которую он оказывает, да, она довольно там высокого качества помощи. Заочно знал Таймураза Булоева давно, когда служил, потом, помните, он Олимпстрой возглавлял там и так далее. Вот. А очно познакомился с ним, когда был назначен исполняющим обязанности главы республики. Я скажу так, во-первых, конечно, очень мудрый, опытный, грамотный человек, да, сам по себе. Второе, очень приятный собеседник. Ну и само по себе создать такую империю, которая у него была, если вы помните, Балтика, да, там, сейчас у него бизнес-империя тоже. Это надо быть неординарным человеком. Здесь у нас в республике мы совместно реализовываем проект. Да, это целая, ну, скажем так, фабрика пошивочная. Я благодарен ему, что он согласился это сделать. И, в принципе, мы это, значит, делает хорошо. Предприятия БТК по всей стране. Не просто импортозамещение. Это возрождение отрасли. На карте России и братских республик Беларуси и Южной Осетии маяки экономического роста. Самые восточные – в Сибири. И это еще не предел. Алтайский край, город Барнаул, большая стройка. Работы не прекращаются даже в сильный мороз. Еще одна площадка БТК. Значит, снова рабочие места, инвестиции в отрасль и российскую экономику. Барнаульский меланжевый комбинат. Единственный за Уралом производитель хлопчатобумажных тканей с полным технологическим циклом. Получается продукт либо гладко крашеный, да, вот в монотонном цвете, либо печатная продукция наносится. Определенные виды отделок наносятся, то есть несминаемость, водоотталкивание или это биорепеллентные какие-то. А это уже северная столица. Проекты увлеченного идеями человека объединили судьбы тысяч людей по всей стране. Рядом с молодыми инновационные технологии осваивают и ветераны отрасли. Более 40 лет работает на швейном производстве Игорь Никулин. Его бывшее место работы – фабрика имени Володарского. В результате ее слияния с производственным объединением «Труд» в 2006 году образовалась компания «БТК Групп». Игорь Анатольевич точно знает формулу успеха большого коллектива. Но без этого нельзя. Без любви, что ли, к своей работе. А иначе ничего не получится. Надо все-таки немножко и руки приложить, и голову включить. Все понемногу. Всего понемногу, и получается что-то. Все началось в самом сердце Петербурга в 1907 году. На набережной реки Мойки открыли первый в России универмаг. Знаменитый «О Пон-Руж» у Красного моста. Уже тогда здесь шили одежду самого высокого качества. Высочайшего класса обслуживания самой уважаемой покупательницей магазина была императрица Александра Федоровна. После революции здание передали той самой Володарке. В годы блокады Ленинграда она не прекращала работу и помогала фронту. Память об этом здесь священна. В 2009-м за реставрацию памятника архитектуры взялся Таймураз Булоев. Большой проект, в который он вложил много души и инвестиций. Шедевр модерна обрел свой первоначальный облик, утраченный в советские годы. Здание вновь увенчал стеклянный купол с 29-метровым шпилем в виде кадуцея, символа торговли, взаимопонимания, примирения. И сюда вновь потянулись туристы.
Вот просто камня на камне здесь не оставалось. Но настолько идеально воссоздана здесь атмосфера того времени, и буквально детально воссоздан каждый уголок в универмаге, что это можно считать, ну, в общем, действительно той же картиной, которую покупатели видели здесь в начале 20 века. Здесь нет ни одной улицы, которая бы не рассказывала невероятную историю этого города. Сложную, трагическую, героическую. Санкт-Петербург – самый точный проводник коммуникаций между людьми и возможностями. Суровый северный город принимает не каждого, часто сбивает с ног холодным ветром. Но для тех, кто не потерял целеустремленность, искренность, кто не расстался с мечтами, здесь всегда зеленая улица. Я знаком с Таймураз Казбековичем Балоевым больше 40 лет. Мы стали моментально очень близкими друзьями. Вот где-то в конце 70-х, начале 80-х. Наши пути больше никогда не расходились. Но он добился огромных результатов, даже удивительных результатов. Уже тогда, еще в СССР, заставил о себе говорить, а в 90-е произошел какой-то невероятный, буйный подъем, расцвет. Он выстраивал компанию, делал ее самой большой в России и едва ли одной из самых крупных в Европе. «Балтика» — это один из первых спонсоров, друзей Мариинского театра. Речь идет о середине 90-х. «Балтика» здесь, и в Петербурге, и в России, тогда и объявила приз «Балтика» для самых одаренных артистов. Поддержка лучших артистов оперы и балета стала замечательной традицией. Вот, призы «Балтики» также и очень звучно тогда присуждались и великим, например, Пласидо Доминго, один из величайших певцов. Поэтому создать компанию, которая уже работает в какой-то стилистике, почерк работы компании. Вот то, что ему удалось в те невероятно тяжелые годы. Но особый почерк нашей компании – это то, что прежде всего Таймуразу Казбековичу удалось собрать не только лучших профессионалов отрасли во всей России, но и объединить нас общей идеей возрождения легкой промышленности в нашей стране, потому что не секрет, что еще несколько, даже можно сказать, 10 лет назад отрасль еще не могла похвастаться таким количеством заводов, фабрик, на которых установлено самое современное оборудование, где работает квалифицированный персонал. Персонал постоянно обучается, изучает новые технологии. Мы внедряем это в нашу повседневную жизнь и создаем классные вещи, классную одежду, которая может сравниться с любыми европейскими дизайнерами, с любыми фабриками в Китае, потому что действительно у нас есть большой потенциал, и мы его реализуем в рамках группы компаний ПТК. Древний аул Кумбулта. Здесь родился Таймураз и еще 4 детей. Их дед Инал первым поднялся на эту вершину, в Азахох, одну из высочайших в Осетии. Подняв из руин родовое гнездо, Таймураз и сам стал вершиной. Очень важно, когда в народе есть человек, на которого равняется молодежь. Именно таким примером является Таймураз Балоев. По исполнении последней воли отца, ветерана Великой Отечественной войны Казбека, или, как его называли близкие, Уджиго Балоева, на месте разрушенной мечети Таймураз построил новую. Недалеко отсюда, в селе Мацута, установил памятник первому дегорскому поэту Лашка Гуржибекову. А в селе Хазнедон отремонтировал дороги, школу, открыл швейную фабрику. Помогает учителям и врачам, школьникам и студентам, всем, кто нуждается в помощи. Я однажды спросил у Таймураза, а
Давайте расскажем о тех мероприятиях, в которых принимали участие вы, например, под вашим патронажем. Знаете, что он ответил мне? Зачем? Люди хотят, чтобы были свидетелями вот этого всего творчества. Но тут есть одно «но». У нас один свидетель – это Всевышний. Он всех видит. Этого мне достаточно. Сельчане хотели сделать в честь его улицу, где он родился. Он запретил. Он не разрешает ничего делать до сих пор. Он все это время делает так, что люди многие... Мы даже потом узнаем, когда у нас появляются такие блага в селе, то мы узнаем, что это он инициатором, и он это делает. Он дал такой пример сельчанам, что в селе после него появился Марат Камбулов, который, пройдя какое-то время, когда стал известным человеком, позвонил, спросил меня: Ахсарбек, я вот хочу, как Таймураз, чем-то помочь селу. И он, знаете, сколько Марат сделал потом, после Таймураза он сделал. Потом проходит время, еще один наш земляк, Ваня Казбек, звонит и говорит: я тоже что-то могу сделать, как вот Марат, как Таймураз. Может, что-то я сделаю, давай посоветуемся. И вот так продолжается традиция. Особо приятно, когда вот мы встречаемся вот в таком формате, в праздничном. Я ежемесячно получаю стипендию имени Булоева. Это огромная мотивация и стимул для дальнейшего движения вперед. Студенты 5 государственных вузов Северной и Южной Осетии уже много лет получают персональную стипендию Таймураза Булоева. В конкурсе участвуют только отличники. Прошел по критериям, которые они предъявляли, за то, что у меня за последние 4 семестра все оценки отлично, и за то, что мы занимаемся научно-исследовательской деятельностью. Конечно, инициатива Таймураза Казбековича очень помогает и, опять же, очень стимулирует для того, чтобы мы продолжали вести научную деятельность. Таймураз Казбекович думает о будущем. То есть, безусловно, он сохраняет традиции, он сохраняет те ценности, которые были заложены в его семье, в его фамилии, но при этом он переживает и вкладывает те ресурсы, которые у него есть, в будущее Осетии. Это непосредственно связано как с конкретными студентами и образовательными организациями, так и в целом в республике. Показывает пример меценатства, правильного меценатства, вложения в будущее, в конкретных людей, которые связывают свою жизнь с нашей республикой и с нашей страной. Станицу Новоосетинскую в Моздокском районе основали выходцы из Дегорского ущелья в начале XIX века. Здесь родился Блажка Гуржибеков, основоположник дегорской литературы. Первое издание его стихов вышло в 1903-м, а через год Блажка добровольцем ушел на русско-японскую войну. В возрасте 37 лет погиб при штурме фортификационного сооружения. Боевые товарищи привезли его из Маньчжурии и с почестями похоронили на родине. Многие произведения поэта были утеряны в годы репрессий. Остались лишь изданные при жизни. Старенький дом спас от разрушения Таймураз Булоев. Теперь здесь будет музей. Заваливался дом. Я когда это увидел вначале, то думал, ничего из этого не выйдет. Но они его замечательно отреставрировали. Такие вещи нельзя забывать, о них надо помнить, тем более о таких людях. Помню, еще мы в Париже с ним установили надгробие Гайто Газданову. После этого еще какие-то немаленькие вещи мы сотворили совместно. И я хочу его поблагодарить глубоко, потому что сегодня таких людей мало, которые столько отдают. Работы Владимира Соскиева хранятся во многих знаменитых музеях и в частных коллекциях по всему миру. Но вот эту особо почитают на родине. Паштырджи, или, как говорят в Дегории, Васкерги, покровитель воинов, путников и всех мужчин. Возрождение, укрепление духовного состояния – это основа всех, в общем-то, сторон жизнедеятельности человека. Если духом человек крепок, если духом народ крепок, то его будущее продлится на долгие столетия и тысячелетия.
В святилище Уаскерги сегодня праздничные осетинские пироги и особая молитва о здравии юбиляра и его сыновей Инала и Эдуарда. Молятся родные, друзья, соседи, земляки. Здесь многие помнят Таймураза еще мальчишкой, который вместе с односельчанами косил сено. А потом это имя прозвучало далеко за Кавказскими горами. Здоровья хочется ему пожелать. Здоровья, здоровья, здоровья. Удивительно, как он воспитывает детей своих. У него 2 сына, замечательные ребята. И мне кажется, что он сейчас должен много задач видеть перед собой, уверен, что это так и есть, и он их будет решать. Я в этом совершенно убежден. И у нас есть то, что нас объединяет, а также в одинаковой степени нас обязывает помогать республике, где мы выросли, помогать. Каждый по-своему это должен и может сделать для людей, которые живут в Осетии. Это наша великая, огромная задача, и решать ее мы будем с радостью. Даст Бог здоровья. 2 по 35 всего лишь навсего не так-то много. А то вот начинают говорить там 60, 70, 2 по 35. И хочу ему пожелать здоровья, да, и оставаться таким, как он есть. Вот, доступным, человечным и правильным. Если наш юбиляр смотрит на вас таким взглядом, то это означает, что вы вызываете у него интерес, доброжелательный интерес. Дальше все зависит от того, на кого смотрит. Откройтесь и не пожалеете. Таймураз Казбекович умеет дружить. Это мудрый, сильный и деятельный человек. Ну а скромный, в данном случае не совсем точное слово. Таймураз Казбекович – деликатный человек. Есть разница. В наши времена это качество, деликатность, большая редкость. А еще наш юбиляр с большим вкусом и настоящей щедростью. Ну и, конечно, масштаб созидательной деятельности. Словом, вам повезло, если посчастливилось встретиться. Есть возможность многому научиться. Постарайтесь соответствовать, хоть это будет и непросто. С юбилеем, Таймураз Казбекович. Тепла вокруг и сил для благородных свершений. Нити, которые через сегодня, через нас тянутся в будущее. Нити, которые никогда не рвутся.